Всем привет! Кокраш на связи, Бабай на связи, группа Муравейник, Дринк Влог, непонятно какая часть. Седьмая Седьмая. часть, счастливая цифра. И мы сегодня пьем, что мы пьем? Мы пьем французский коньяк Курвазье. Сегодняшний наш выпуск про большие длинные кинопоэмы под названием сериалы. Мы решили маленько расширить наш формат и говорить не только о музыке, девушках, но еще и про кино. И я сразу хочу начать с того, что я начал смотреть сериалы. Представляешь? И первый сериал, который я глянул, называется «Во все тяжкие». Я понял, почему я все это время не понимал новую школу. Рэпер Ян Трапа, он посвятил 2 альбома первых именно вот этому сериалу и назвал Джесси Пинкман. И потом Джесси Пинкман 2. Очень многие рэперы посвящают этому сериалу песни, делают различные отсылки. Вот я, честно говоря, «Во все тяжкие» не смотрел. По итогам сериала какая идея основная? Наркотики это хорошо или плохо? Это очень плохо, это ужасно. Был же фильм какой-то тоже про наркотики. Реквием по мечте. Да, «Реквием по мечте». Да. Ну, то есть посыл однозначный у сериала. Да, или он какой-то двусмысленный, что типа наркотики это как бы и плохо, но на них можно типа там хорошо заработать и изменить свою жизнь. Нет. То есть однозначно. Однозначно. Там нет хорошего героя, там никого не показывают хорошим героем. L1 посмотрел этот сериал в 2013 году и выпустил трек «Мистер Хайзенберг». Мистер Хайзенберг запустил народ этот антистресс. Слимус, участник группы «Дымовая завеса», «Центр», тоже посвятил трек, как я понял, этому фильму и так и назвал «Во все тяжкие». Я с тобой во все тяжкие. Недавно в своем инстаграме Big Baby Tape он вышел в прямой эфир со своей девушкой и сказал, ему задали вопрос, что смотрели из последнего, и он говорит: Мы смотрели Эль Торино. Большой фильм про то, что стало с Джесси Пинкманом. Эль Камино. Бруто в своем новом альбоме «Метис» использовал сэмпл из сериала «Во все тяжкие». Для чего нужен мужик, Уолтер? Для того, чтобы обеспечивать семью. У меня же друг есть рокер, Дима. Вот он мне посоветовал этот сериал. И он сказал, что у них в рок-движении, то есть на их рок-движение этот сериал оказал такое же влияние. Там люди начали с синим метом бахаться, короче. Там начали тоже делать отсылки рокерские. Он повлиял не просто на рэп, он повлиял вообще на очень разные жанры. В целом поп-культурный пласт «Во все тяжкие» очень большой, как тот же сериал «Игра престолов», который я, кстати, смотрел, а ты, наверное, не смотрел. Нет, я не смотрел. Вот, видишь, у тебя что впереди. Но я пока только вот единственный сериал, на который я прям решился благодаря тому, что услышал там чьи-то отзывы, и спустя много лет после старта сериала начал его смотреть, это «Кобра Кай». Вот я сейчас его смотрю на 2 сезоне, хотя вот он закончился недавно, 6-м, я вот понял, все, он закончился, надо начинать. Простой, понятный сериал с простыми истинами. Как сериал «Простые истины», который выходил на РТР, ты не смотрел? Про школьников. Вообще. Тем, кто помнит сериал «Простые истины», ставьте лайк. А в каком году он шел? Ой, вообще давно. Конец 90-х. Я в 99-м году перестал смотреть телевизор осознанно. Я как прослушал альбом группы Рабы Лампы «Это не больно». И там был трек. ТВ-щит назывался. Я прямо как сейчас помню эти строчки. Я включаю телевизор и знаю, что увижу. Кровавая река проникнет мне в мозг. Изо рта телеведущих лживый понос. И я вот эти строчки запомнил и осознанно отказался от телевизора. Я не смотрю телек с 99-го года, представляешь? Я не сразу отказывался от него. Были передачи до 16 и старше, «Башня». Вот их я еще посматривал. «Доброе утро, страна» посматривал. Но когда вот рэп перестали крутить, я все отказался. И все это время я не смотрю телевизор, представляешь? И сегодня, так как Кокраш изъявил желание поговорить про сериалы, которыми он впечатлен, я подготовил со своей стороны музыкальный блок парам-парам-пам из, на мой взгляд, главных, может быть, маленькая поправочка, конечно, в части чего-то, главных сериалов русского и американского рэпа. Серия треков Maybach Music от моего одного из самых любимейших рэперов Рика Росса. Если воспринимать рэп-треки тоже как сериалы, то есть тут тоже развитие серии треков, оно идет в разном ключе.
Что-то может быть, знаешь, как вот сериал «Настоящий детектив», каждый сезон как отдельная история с отдельными персонажами, вообще как будто бы не связанными друг с другом. Что-то, наоборот, как вот тот сериал, про который ты говорил, «Во все тяжкие», сквозная линия идет из сериала в сериал, и каждая там серия заканчивается так, что ты нетерпеливо включаешь следующую серию и за ночь проглатываешь целый сезон. Есть такие серии. Вот серия Maybach Music Рика Росса, это вот, наверное, такая, знаешь, история, как будто во всех песнях читают про одно и то же. 6 частей Maybach Music. Ну, по крайней мере, я 6 официально нашел. 7-я, может, конечно, вышла где-нибудь на микстейпах, там каким-то, не знаю. Но 7-я я только находил, уже, знаешь, написано Рик Росс, Maybach Music, типа 7 Type Beat. То есть просто уже даже под Maybach Music был такой Type Beat. То есть понятно, что такой величественный бит. Там обязательно супер такой какой-то сэмплы духовые там какие-то играют. Величественная ударка. То есть очень такой прям серия, задавшая как бы, ну вот, тон всей карьере Рика Росса. Это очень интересно, надо послушать. Я даже не знал, я даже Рика Росса не слушал. В общем, я хотел открыть душу. Давай, Кок. Девочка, ее зовут знаешь как? Нет, не знаешь как. Ее зовут Мэгги Кью. Ты слышал где-нибудь это имя? Конечно. Слышал? Я же это самое, любитель настоящего кино, в отличие от тебя. Это было в далеком 2007 году. Я с Лехой Кандинским, своим однокурсником, царство ему небесное, он находится в лучшем из миров. Это мой братишка, мы шли возле магазина «Нужные вещи». И мне позвонил, знаешь кто? Мэгги Кью? Нет, мне позвонил Козьман и говорит: братан, я там с девочкой собрался в кино, она меня забородила или что-то такое. Говорит, у меня есть 2 билета на фильм «Крепкий орешек». «Крепкий орешек 3». Хочешь сходить? Возьми девочку. Ну, а у меня, понятное дело, в 7 году какая девочка? И я говорю, я сейчас с Лехой Кандинским бухаю. У нас там баллон Очакова. Мы можем, если что, подтянуться там на точку, забрать билеты. Я как ее увидел, я тогда понял, насколько красиво азиатская красота, знаешь. Я даже до этого никогда не видел японских женщин, корейских, китаянок, особо даже не видел нигде. Их не показывали по телевизору. А кто она по национальности? Она по национальности, ну она американка. Да, Но понятно. отец у нее вьетнамец. И она реально вдохновляла меня очень долгое время. И она, эта актриса Мэгги Кью, она была старше меня гораздо. Мне было тогда лет 20, а ей уже тогда было под 30, представляешь? И я просто... все фильмы до сих пор И я влюбился в нее и смотрел все ее фильмы. Вот недавно где-то, недавно, не знаю, может, последние лет 5 вышел какой-то фильм, где она такая смертоносная, типа убийца. Смотрел этот фильм? Нет. Я уже тогда забыл ее. Загугли, да. Я решил, просто видишь, вот как раз 5 лет назад я узнал, что она вышла замуж успешно за человека. И я решил отпустить ее, как бы. Пусть она будет счастлива. За то, что уверенные мужчины не боялись красивых женщин, как мы с тобой, Гоголь. Я выпил как алкаш залпом, как водку, как в бочку загрузил. общий друг. Второй сериал, который о котором я хотел бы вам рассказать, называется «Американская сага» про вутангов. Ты смотрел? Нет. Я начал смотреть, буквально 3 серии посмотрел, думаю, что это? Там чисто гангстерская жизнь в гетто показана, там как они торгуют наркотиками. Но как только началась рэп-движуха, я понял, что этот сериал про нас. Да? Вот все так же, как вот у нас в «Муравейнике» начиналось. Только без торговли наркотой. Да. Ну да, вот это я посмотрел бы. Если во все тяжкие я не вижу какой-то необходимости смотреть, то про вутангов по сериалу я, конечно, посмотрел. Про вутангов нужно посмотреть всем рэперам. А сериал «Во все тяжкие» нужно посмотреть тем, кто хочет начать разбираться В наркотиках. в новошкольном рэпе, который последние 10 лет выходит. Надеюсь, люди не подсаживаются на наркоту из-за сериалов. Да, конечно. Рэпер по имени Яникс. Альбом Vibes, и трек называется Level Up. Уже после прослушивания трека я скажу, почему там мы слушали первую часть, а здесь мы слушаем третью часть. Думаешь, почему мы послушали именно последнюю часть серии Level Вообще Up? не представляю. Потому что Яникс на треках Level Up показывает всегда свой самый топовый флоу момента.
То есть, если раньше он делал просто трэпчик, потом он стал делать более такой мелодичный трэпчик, то вот сейчас он в той фазе, что он под очень минималистичные биты, под практически прямую бочку с такой немножко ударкой, я даже не знаю, как этот стиль называется, честно говоря. То есть для него серия треков Level Up это типа как рост вверх его уровня как MC. То есть Level Up, Level Up, Level Up, Level Up. И вот, то есть если у Рик Росса это одна линейка, примерно одни и те же инструменталы, одни и те же типы на фитах разного уровня величия, то у Яникса это он всегда один, это он всегда показывает свой флоу. Так интересно рассказал, как будто я смотрю этого братишку из вписки, который сольный канал ведет. Да. Вася Коля вписка. Как его звали? Колька Редькин. Колька, да. Да. Он интересно рассказывает. Но вот ты сидишь, и может быть у тебя тембр голоса другой немножко, я прямо заслушался. Да надо Кольку Редькина тоже пригласить, сделать совместный влог. Да. Если наберется 1000 лайков, то мы не обещаем, что будет влог, но мы пригласим его. То есть напишем ему письмо на почту. Я знаю, что ты смотрел фильм, который называется «Американский пирог». Да. И там был такой момент, когда появилась она, Надя. Братан, Это было ты давно. чё? Это прямо да. И тот момент, когда она раздевается догола, когда просто показывают ее силиконовые конечности. Я до этого даже... Больше не силиконовые? Да, это были первые конечности, которые я увидел эти части тела. Я думал, они такими и должны быть. Не, ну если говорить частоту не конечности, она росты. Да, просто, ну, в общем, да, когда я это увидел, это стало сразу автоматически моим эталоном. И даже я когда потом в будущем видел натуральные, настоящие, как бы такие прямо супер аппетитные, они уже были для меня не те. Ну, как бы это были уже не Надины наросты. Наросты. Надины наросты. Забыть их так непросто. Третий сериал, который бы я хотел вам озвучить, дорогие друзья, называется «Пентхаус». Не подумайте ничего плохого. Я смотрел, листал такой сериал. Это корейская тема, корейская дорама. Музыкальная. После этого сериала я начал слушать классическую академическую музыку, оперу. Ну, среди корейских прям самый топ, да? Да. Я потому что корейские сериалы вообще не люблю. Каждый кей-попер должен посмотреть этот сериал. Если ты рэпер, кей-попер. Ну да, есть разные просто кей-поперы. Я кей-попер, который слушает исключительно Blackpink и женские коллективы. Допустим, я мужские коллективы, BTS, я не могу смотреть, слушать как бы. Вот. Если ты ровный кей-попер, пацан, братишка ровный кей-попер, который слушает Дженни, Лалису, то ты должен посмотреть. Мужские кей-поп группы вообще стрёмно слушать. Да? Ну, я не знаю. Может, не стрёмно, но я не могу слушать такое. Не знаю, Stray Kids вообще бомбовая группа. Ну, Stray Kids, да, неплохо. Дети кстати. слушают меня под Ну да, чисто треки послушать можно, там несколько треков, где рэпчик есть, где читают. Жестко читают. Да, они жестко читают. Я читаю, как минимум. Короче, мы спалились, что мы слушаем кей-попчик. Как он? Ну, так как мой бокал уже пуст, я могу сказать, что Курвазье, Месье, нормальная тема, мне очень нравится. Я ценитель коньяка, но не знаток. У кого-то из рэперов, по-моему, по Курвазье был трек. Я расскажу, пожалуй, про свой любимый сериал. Давай. Я хотел выбрать какой-то классный именно русский сериал, потому что в России тоже научились снимать классные сериалы. Не то, что показывают по телевизору, который ты не смотришь. Я бы всем посоветовал посмотреть сериал, который в свое время для меня лично перевернул вообще картину сериального российского мира. Это сериал «Звоните Ди Каприо». Его снял режиссер как раз-таки сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. В нем сыграл одну из своих лучших ролей очень заезженный в то время актер Александр Петров. Такой сериал жестковатый местами, в то же время же очень смешной, потому что Жора Крыжовников, он же комедии всю дорогу снимал. То есть такой прям сериал, и вот ты его смотришь, и он такой неоднозначно прикольный, неоднозначно трагичный, и концовка у него очень такая прямо, фестивальная, артхаусная. Короче, я его посмотрел, и прям почему-то после него прям у меня вера в российские сериалы была жесткая. А потом уже пошли все вот крутые сериалы, которые там были на слуху.
и который сейчас очень там бьет рекорды, тоже «Слово пацана», то, что там выходит. Слово пацана классный сериал. Ну, видишь, он простой и понятный массовому зрителю. А вот «Звоните Ди Каприо», он очень такой, очень своеобразный, очень такой, знаешь, вот когда реализм проникает в киноискусство, что не может быть главный герой там откровенной сволочью прямо. А вот в этом сериале там вот герой Александра Петрова, то есть он там ведется вообще как скотина и поступает, ты вроде думаешь, вроде норм типа, он поступает как мразь все больше и больше. Короче, я советую вам посмотреть. То есть для себя многое осознать, оценить. Якутский хлебокомбинат. Дорогой хлеб, но вкусный зефир. Смотрите, вот собака хорошая у бабайки. Какая тяжелая, ты ее откормил? Какая тяжелая. Все, собаку выносим из кадра. Она деньги за интеграцию не платила. И снова будем слушать Рик Росса. последний трек очень крутой серии. Но теперь уже прям про главного рэпера Америки. Прямо здесь, прямо сейчас. Кто это, Кокраш? Виз Калифа. Почему? Ну, Асап Роки. Не. Кендрика Ламара. Да, вот кто самый главный рэпер момента. И именно благодаря этому треку все поняли, что тот альбом, который вышел, внезапно просто из ниоткуда, все подумали, это микстейп, но увидев этот трек в трек-листе, люди сразу поняли, что это номерной альбом Кендрика Ламара. Потому что на каждом его номерном альбоме выходили треки с названием Heart, сердце. Но Кендрик Ламар бы не был Кендриком Ламаром, если бы он, как Яникс, просто бы упражнялся во флоу в своей серии треков. Испражнялся? Упражнялся. Да, Кендрик Ламар не, соответственно, Рик Росс, который просто из трека в трека повторяет одно и то же: я богатый, успешен, я богатый, успешен, я богатый, успешен, я богатый, успешен. У него вообще про другое. То есть трек «Сердце», «Heart», он про... из альбома к альбому Кендрика Ламара, он про то, что у него вот на сердце в этот момент. И вот в этой 6-й части он читает про свой творческий путь с объединением Black Hippie. Это рэп-группа, в которой состоит Кендрик Ламар, Schoolboy Q, Absol и J-Rock. Великолепная четверка с лейбла Top Dog Entertainment. Я не знаю. Короче, жесткие типы, которые вместе двигались. Это вот новый West Coast. Это вот как Snoop и Dre в 90-х, только вот в 2010-х. Песня про их путь. То есть сейчас, по сути, Black Hippie не существует. То есть они разошлись как-то все разные пути. А тут трек прям про то, что как они начинали, как они записывались, как они там встретились на студии, познакомились, движух, как они планировали выпустить альбом, который так они и не записали. То есть треки были, но альбома Black Hippie так и не вышло. И мне прямо хочется начать слушать Кендрика Ламара. Я особо его не слушал, и я не могу так взять, допустим, да, и начать слушать с непонятного альбома, с последнего альбома. Мне нужно слушать рэпера дискографационно. Дискографационно. С первого альбома прямо, чтобы все микстейпы, все можно прослушать. Как раз тот рэпер, которого надо слушать дискографационно. То есть у него каждый альбом разный, у него нет одинаковых альбомов. И у него от альбома к альбому просто идет какое-то вот развитие и рост. Причем это не так вот, что постоянный какой-то level up. Это как бы вот для меня лично вот так. То есть вот у меня какие-то альбомы нравятся, какие-то вообще мимо меня проходят. Органика. Да. Как в трейдинге есть рост, падение, флэт, падение, рост. На этом твои актрисы закончились? На самом деле, вот искренне сказать, есть еще одна, последняя самая. Все, давай. Последняя. Короче, это девочка, которая играла с Эминемом в 8 миле. Я бы не сказал, что она прямо такая очень красивая. Как ее звали-то? Хиллари Дафф? Я не помню, я знаю, что ее не стало. Да. Но мне понравился ее характер. Я как рэпер, Британи Мерфи. я просто проникся тем, как она воспринимала творчество Эма в начальном этапе. Я всегда мечтал, что вот появится когда-нибудь такая девушка, которая будет поддерживать тебя так же. Она стала вдохновением для очень многих МС. Мне понравился не ее облик, а ее душа. Я прямо через картинку, через экран телевизора прочувствовал ее душу. All Black 52. В Якутск приезжал недавно. Да. У Рик Росса 6 серий трека Maybach Music. У Кендрика Ламара тоже 6 серий. У Яникса, отца трэпа, всего 3. А у
All Black, угадай, сколько? Не 52. 9 версий трека Ей, прикинь. 9. Надо 10 версий. так 9 серий. Не, это... Это же как его зовут? Кто? Big Baby Tape. У Big Baby Tape нету картавящей буквы Г. Он читает четко. Ну, честно, положи руку на сердце, мне вот All Black, ну вот, соу-соу вообще. Прям очень мало песен у него заходит. All Black это Big Baby Tape для бедных, Да. мне кажется. Да, он попал в эту подборку только потому, что у него, ну, блин, 9 версий трека, 9 версий, серий. Ну, вот у меня даже в голове висит версий, потому что, по сути, одна и та же песня. Вот давай даже просто для интереса Давай. послушаем Ей. Назови любую цифру от 1 до 9. 6, давай, 6. Давай, все. Чисто ради эксперимента включаем трек Ей 6. Отдаю свою энергию, как генератор. Отдай свою энергию, блядь, нет. Блин, вот у тебя проблема с буквой R. И ты пишешь текст, где у тебя букв R просто R на R, R на R, R на R, R на R. Вот у Кокраша, я вам раскрою секрет, одно время был бзик. Он решил, что буква R это не Г буква, и ее надо убирать из текстов, чтобы они звучали максимально сексуально. И из песни «Летние ночи» он полностью, одного из главных хитов Муравейника, полностью искоренил букву R. Мне было интересно просто, возможно ли, как это будет рэп русский звучать без буквы R. Вдруг буква R она грубая. У All Black, да, у него как-то приятно буква R западает. Вот я даже не чувствую, что он картавит. Просто он говорит, типа, там, Не то, что УСТ. там у Гуфа даже, в принципе, как-то по-гангстерски это все звучит. Не Вот то, есть- что есть УСТ. рэп, когда, знаешь, долго так, рэп не штампуется, рыба, рак, когда долго тянут R, вот это мне ухо немножко режет на самом деле. А здесь я даже не чувствую. Если вам понравилось сегодня то, что мы говорили не только про музыку, не только про актрис, но еще и наконец-то про кино, про сериалы, ставьте лайкосики, поднимайте просмотры этому видосу. И в следующий раз мы обязательно поговорим на другие темы, про жанровое кино, например, про европейский артхаус, про американский андеграунд и про советскую классику в конце концов. Про тоже. аниме можем поговорить. Про аниме, вообще про все. Мы знатоки во всем, потому что как бы когда ты ни в чем не шаришь, ты знаток во всем. Это был Drink Vlog, это был Бабай, это был Кокраш. За ваше здоровечко мы сейчас, как наш братишка, пьем до дна. Не, братан, не могу это. Много, да? Конечно, чё. Ну ладно. Тогда по чуть-чуть. Мы пьем французский коньяк Курвазе. Вообще четко сказали, да? Вообще, ну, потому что крутые Да, профессионалы. первый раз пьем коньяк, и первый наш коньячный тост в рамках Drink Vlog по поводу Мегасайфера 3. Ну чё, Кокраш, давай за то, что мы оба попали на Мегасайфер. Ну чё, Кокраш, давай выпьем за то, что ты такой красава и попал на Мегасайфер 3. Ну ты в следующий раз обязательно попадешь, бро. Ну чё, Кокраш, не попал ты на Мегасайфер 3? Ну, бывает, ничего страшного, в следующий раз попаду. Да, ну я Ну, попал. главное, что ты попал. Главное, что я попал. Радуемся за брата искренне. За брата искренне. Мы не попали на Мегасайфер 3, но мы не расстраиваемся, потому что лучшее, конечно, впереди. Да, мы обязательно подадим заявку на 4-й, на 5-й мегасайфер. Да. И на 7-й, как это Drink Vlog. Да.